ГСП онлайн. Городские новости сейчас. В воскресенье, 10:00, здание ДСААФ. Стартует соревнование на лучшего водителя. Турнир приурочен ко Дню работников автотранспорта, который отмечают сегодня. Проверить себя собрались 11 водителей. Среди них как новички, так и опытные, есть даже профессиональный гонщик. Всем предстоит пройти 3 этапа. Вначале тест на знание правил дорожного движения. Каждому выдаются 2 билета по 20 вопросов. Задача – ответить правильно как можно быстрее. Сложнее всего с теоретическими знаниями по правилам дорожного движения. То есть многие ездят на автопилоте. Я думаю, что такие соревнования будут способствовать тому, чтобы люди вспоминали правила, периодически почитывали их, и в результате, соответственно, у нас больше порядка на дорогах будет. Этапы очень похожи на экзамен для получения водительских прав, однако в усложненной форме. Например, в программу ввели медицинский раздел. Участники тянут билет, где расписана какая-либо травма. Нужно оказать первую помощь пострадавшему. Учитывается не только правильность действия, но и их точная последовательность, чтобы еще больше не навредить. Надо одеть резиновые перчатки, да, чтобы там ничего не попало туда. Посмотреть, раз ему больно, значит надо как-то обездвижить его. То есть сказать ему, чтобы он не шевелился, да? Раз ноги болят, там, значит, я так полагаю, их трогать особо не надо. Последний, самый зрелищный этап – скоростное маневрирование. Трасса оборудована на полигоне ДСААФ. Элементы знакомы всем автомобилистам. 8, параллельная парковка, змейка. Однако и здесь испытания усложнили. Так, змейку нужно проехать дважды, при этом второй раз задним ходом. Простое всегда легче, правильно? Если они получили водительское удостоверение, независимо, когда они его получили, полгода назад, месяц назад, 2 года, 5, 10. То есть они уже, в принципе, вождение, хорошо знают. И с тем, что мы сейчас им предлагаем, они сталкиваются все. При прохождении учитывается время и отсутствие штрафных баллов. В среднем трассу проезжают за 1,5 минуты. Попытка всего одна, никаких разминочных кругов. Победитель соревнования определяется по сумме всех 3 этапов. В итоге из 11 участников им становится Дмитрий Супряга. Он ни разу не ошибся в тесте ПДД и медицинской части. Трассу проехал за 2 с лишним минуты. Говорит, нетрудно. Мне кажется, медицина самая сложная. И потому что это ответственность в первую очередь. И в какой-то сложной ситуации, не знаю, смог бы я оказать первую помощь или нет. В награду призеры получили грамоты и кубки, а также подарочные сертификаты. Как замечают организаторы, соревнования отнюдь не разовое. Следующее состязание лучших водителей состоится в начале 2015 года. Его хотят приурочить к рождественским праздникам.